Вот так вот. Всем доброго утра, друзья. Сегодня у нас уже 28 декабря. И сегодня не раннее утро, а время уже 7 часов. 7 часов. Ночка сегодня была, я вам скажу, очень-очень длинная. Не зря говорят, зимние ночи длинные у нас, тем более на севере. В общем, вчера где-то, наверное, в 6 часов, где-то в 7 я уже лег спать, поужинал, лег спать. Проснулся, было 11:30 вечера. Проснулся, прохладненько, голова свежая. Ну, думаю, утро. Сейчас оденусь, позавтракаю, выйду на речку. Посмотрел, время 11:30 ночи только еще. Впереди длинная зимняя ночь, а я уже выспался. Ну что, протопил печку, чем заняться? На речку, что я ночью на речку пойду? Смысл? Тем более начало морозить. Сейчас, кстати, утром я проснулся, было минус 30 градусов. В общем, я с 11:30 до где-то, наверное, до 4 утра не мог уснуть. Протопил раз печку, подкинул, сидел там в телефоне. Плохо, интернета нет, так бы хоть занимался каналом хоть немного, а так без интернета все стоит там. Так вот, в 4 где-то все-таки я начал кимарить, уснул, проснулся. Ну нормальная, комфортная температура так стала, я уснул. Вот в 6 часов я проснулся, уже холодно. Думаю, что так холодно-то, блин. Встал, посмотрел, а у меня на градуснике внутри, здесь температура всего 5 градусов. Ёшкин кот, думаю, протопил печку. Ну, думаю, все, пора вставать. Протопил печь, подогрел завтрак, все комфортно. Теперь завтракаем. И не знаю, как я буду сегодня. Ветер, мороз, как я буду на речке, я просто понятия не имею. Ну, сходим, попробуем. Получится, не получится. Это уже видно будет. Когда вы смотрите этот ролик, на календаре, скорее всего, будет уже 31 декабря. У всех уже будет предновогодняя суета, не до каналов, не до роликов. Ну, вдруг кто-то это смотрит. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Скоро он наступит. И дай Бог вам всем здоровья, счастья. И чтобы новый 2022 год был намного удачливее, чем прошедший. Как мы видим, оконцовочка года по рыбалке вообще ни о чем. Ну что теперь? Это не магазин. Это река, это озера. Если где-то рыба клюет, как из бочки, то, как вы видите, в наших краях это далеко не так. Надо конкретно потрудиться, чтобы поймать рыбу. И то не всегда это бывает. Так что сегодня у нас предновогодняя рыбалка получается. Завтракаем. Ну, встречаемся на озере, скорее всего. До конца еще так и не определился, или на озеро поеду. Дальние в болотах, которые, хотя с таким ветром там тоже такая ветродуйка там. Не знаю, порешаем. Пока буду завтракать, голова будет думать. Или поедем на речную протоку. Прошлого года она неплохо нам дала окуня, но это было начало декабря. В середине декабря там уже не клевало, так что, скорее всего, там его уже нету. Вода упала, окунь ушел. Ну, посмотрим. Будет видно. Так что... Кстати, забыл я вам сказать, мыши просто задолбали. Срабатывали мышеловки 2 раза. Сейчас я вам покажу, что было с мышами. Вон, кстати, помните, я вам говорил про фонарики, очень удобные. Сюда можно поставить на треногу экшн камеру. Вот я закрепил вот этот фонарь. 4 положения. Можно поставить в любое место. С помощью вот этого маленького осьминога, тренога осьминог.
хоть куда можно поставить. Зацепить даже за ветки где-то в шалаше или что. Очень удобная штука. Вон сейчас тестирую как раз этот фонарик, насколько его хватит. Сейчас я вам, друзья, покажу. Две эти вот мышеловки нифига не сработали. Всю наживку отсюда мыши украли. И они не захлопнулись. А вот мои пластиковые, как мы видим, вот там вот мышка маленькая какая-то. И тут вот попала крупная мышь здоровенная. Здоровенная крупная мышь. Ночью проснулся, она еще дергалась. Вот мышеловка хлопнула, она ее утащила вот отсюда сюда. А утром проснулся, кругом кровище. И вот мышка просто растерзана своими же мышами, сородичами. Ее просто растерзали и съели на месте. Добро даром не пропадает, короче. Тут же попало, тут же взяли, тут же растерзали. Получается. Вот такие вот мыши у нас тоже каннибалы, оказывается. Шуршат, шубуршат. Мышка захлопнула. Подошли. Тут же освежевали, съели. Нормально все. Так что, ну, друзья, поздравляю всех с наступающим Новым годом. Возможно, если успею, выйду перед новогодний эфир. Коротко всех поздравлю. Если не получится, так что примите мои поздравления прямо сейчас с рыбацкой избы. Впереди Новый год, впереди новые походы. И надеюсь, впереди будет рыбалка с рыбой. Не так, как сейчас. Ну ничего, что хотели, мы сделали. Хотели до Нового года съездить. Все-таки мы выехали, все-таки это у нас получилось. А как получилось, это уже не важно. Главное, мы 2 ночи в избушечке отдохнули, и это хорошо. Так что, друзья, до встречи на реке. Сейчас завтракаем, уходим на рыбалку. Моя женщина, красота-то какая, 25 градусов, с таким завихрением. А скидывать нельзя, потому что ехал по Печоре, думаю, вроде и знаю, что лед должен быть, но боялся наледи, чтобы не въехаться. Все, шел ходом. Так, доехали мы до того места. Сейчас будем здесь буриться, пробовать. Клюнет хорошо, но нет, так нет, что теперь? Нам не привыкать. Ну что, друзья, день подходит к концу. Хотел было включить камеру, когда будет первая поклевка, то есть до первой поклевки, как обычно. Вы не поверите, пробурил около 100 лунок, вон, оббурил всю курью. Где прошлый год ловили с Иваном Григорьевичем и ловили неплохо. Поймали целое корыто окуней, таких хороших крупных окуней. Как сейчас помню, 222 окуня и 10 язей. Это было в прошлом году. Есть ролик, оставлю ссылочку на ролик. Курью все оббурил, ни одной поклевки. Думаю, ладно, попробую саму протоку. Это вот такая широкая протока. Я сейчас уже нахожусь на берегу. Прибережная зона получается. Вот мой ледобур сейчас, где снимает камера, уже там уже все, воды уже нету, буквально бур стоит на берегу. И вот эта ширина протока, тут в Печору заходит вода, тут медленное течение плавное, и потом выходит Печора там за этими кустами получается. Хорошая рыбная протока. Ну почему-то нет. Не то чтобы нет, или не клюет. Прошлый год здесь все было загорожено сетями. Мужики ловили, говорит, неплохо. Окунь ловился. Сиг. Не знаю. Летом здесь мы тоже ловили. Вот с Романом в этом году даже
рыбачили в конце августа где-то. Окунь, щука вот на спиннинг клевал. Сик плескался там, язи видно было. Ну, нормальное рыбное место. Но сейчас зима, то ли он скатывается с этой протоки. Хотя тоже мужики, вот Серега говорил, приезжали они сюда по зиме, бурились, где-то здесь ямка. Говорит, даже сишки ловились, окуня. Не знаю. Ни одной поклевки вообще не было. Другой бы, наверное, плюнул, ушел. Я методично все, через каждые 5-7 метров. Где-то вода, где-то наледь, где-то лед сухой уже, подсох немножко от морозов. Но нету, друзья, не клюет. Так что были планы еще съездить до одной курьи. Тоже как бы рыбная хорошая курья, но уже далеко. А день уже подходит к концу. Надо еще собрать жерлицы. Время уже без 15:02. Скоро начнет темнеть. Пора, наверное, закругляться. Вчера поймали под конец хоть 4 окуня. В этом сегодня вообще ни одной рыбки. Но у нас еще стоят жерлицы. Там 13 штук вроде бы, да. 13 жерлиц, чертова дюжина. Может быть, там что-то клюнет. Хотя надежды тоже никакой уже. Если 2 дня уже ничего не клюнуло, тоже, наверное, вся рыба скатывается. Ничего страшного. Сегодня, получается, делаем завершение рыболовного сезона 2021 года. Собираем все свои манатки, все свое барахло. Берем урагана. И на всех парах дуем домой. Готовимся к встрече Нового года. Сегодня мы смотрим, это уже, наверное, 31 декабря, этот ролик. Так что всех с Новым годом. Скоро Новый год. Скоро сядем за стол. Ну а 2022 год начнем с новых мест, с новой рыбалки. Я надеюсь, рыбных рыбалок. Все будет, друзья, все впереди. Не переключаемся. До встречи на канале Коми Рыбак. Она будет скоро. Ну а мы пока еще не прощаемся. У нас сбор жерлиц, сбор всех манаток. И попрощаемся с избушкой до весны. Так что сделаем следующее включение избушечки, когда все приготовим, все уберемся, все оставим как надо. И поедем домой. Так что... Охренеть, друзья. На обратном пути уже думаю, да, я посмотрю здесь на курьюшки, на мелкоте. Проверю еще пару лунок. Я увидел за сегодняшний день первую поклевку. Сейчас попробую. Видел, реально все клюет. Вон, уже почти дошел до буксировщика. Вот именно в этом месте мы ловили окуней с Григорьевичем прошлый год. Но это не окунь по-любому. Скорее всего, это ёрш. Все экономил батарею. Думаю, морозы будет клевать. Снимать будет нечем. Так он. Сейчас хоть одного ёршика поймать. О. Или ёрш и малек, или малявка. Нет. Не окунь точно. Или ёрш, или малек. Все-таки это не стадион. Оказывается, здесь все-таки рыба есть. Он клюет на стоячку. На игру не хочет, а именно на стоячку. О. О, Господи! Вот она! Вот она, рыба моей мечты! Ёшкин ты кот! Кто сказал, что я не рыбак? Так что белым я тебя не буду выпускать. Ёршик, я тебя отвезу белому. Все-таки я рыбу увидел сегодня. Вчера я поймал под занавес 4 окуня. Сегодня поймал одного ерша.
Кто сказал, что я не рыбак, а? Смешно, но... Ну что теперь? Сумерки, да, время ершей приходит. Все-таки я без рыбы не уехал с этого водоема. Все-таки я рыбу поймал. Ёрш — это тоже рыба. Как говорили, серша 40 ведер ухи. О. Еще клюет. Еще клюет. Если расклюется, я бы с радостью ерши уж половил, блин. Но это мелочь, мелочевка. Ёрш, когда крупный, он хорошо долбит. А окунь ушел, получается. Прошлый год тоже мы Ивана Григорьевича сюда с Серегой отправили, чтобы он посмотрел ершей на живца, на налима. Приходит, чуть ли не пол-ведра рыбы приносит. Подъязки, окуня, довольный такой. И все, мы на следующий день пришли сюда, приехали и половили очень даже хорошо. Ну, теперь остается только мечтать. Если бы это было не заснято на камеру и не показано на ютубе, никто бы даже и не поверил. Но рыба была, и рыбу мы здесь ловили. Просто, возможно, сразу после ледостава, пока вода большая, рыба сюда заходит. А потом, как вода начинает падать, рыба отсюда уходит. Ну, только такое предположение. Почему бы она вот... Буквально прошлый год даже мы через пару недель пришли, уже 20 штук поймали, потом еще меньше. Раза два еще приезжали, все, такого уже клёва не было. Все. Увидели мы рыбу. Выключаемся. Сейчас еще пару лунок пройду, и пока не стемнело, надо еще жерлицы собрать. Так, сработала у нас еще одна мышеловка. В общем, вот такой улов. Одна маленькая мышка и две здоровенные. Одну успели съесть, вторая еще не тронута. Вот сюда вот кинул кусок хлеба внутрь прямо. Видать, она задела и хлопнула. Надо было пластиковые с утра тоже убрать мышей, а я не убрал. Так бы еще парочка, наверное, хлопнула. Две мышки, три мышки, мы 4 получается в общем. Я уже в избе затопил печь. Температура 23,3. Внутри уже 12. Когда пришел, было 4 градуса всего. Печка топится. Сейчас немножко согреюсь, перекушу что-нибудь, чайковского попью. И поеду снимать жерлицы. Пока сниму, тудум-сюдум. Все-таки, наверное, не буду больше оставаться. Выеду, наверное, домой. Здесь делать больше нечего. Только согреться надо. Замерз, окочурился капитально вообще. Холодина. На снегоходе по реке, под ветром еще. Бррр. Насквозь.
На обед у нас сегодня картошечка со свининой. Думаете, откуда у меня картошка зимой? 30-градусный мороз. Свинина откуда? Вот отсюда, друзья, вот отсюда. Это мои консервы. Сам делаю консервы. Проэкспериментировал. То крупы, рыба, мясо. В общем, сделал картошку со свининой. И получилось вот так. Вот сейчас банку открыл, на сковородку выложил. Как будто только что затушили картошку со свининой. Это, поверьте, очень вкусно. И очень быстро. Очень много времени экономит. И представляете, зимой бы сейчас, вот как бы я вез картошку. Здесь бы как-то хранил, чтобы она не замерзла. Чистил бы, мыть ее надо, резать, варить, опять же, жарить. А тут бац, баночку опрокинул, все легко и быстро. Вообще это автоклав вещь. Вещь. Сегодня мы без рыбацкого, даже без бальзама, потому что сегодня решил перец. Все-таки выезжать домой. Хватит. Надо готовиться к Новому году. Осталось 3 дня. Дома уже вечерком можно будет чарочку за ужином. Васильевна звонила уже. Ждет. Не дождется муженька. Соскучилась. Так что сейчас перекусим. Поднимем жерлицы. Проехал сейчас возле жерлиц, флажки как были, так и стоят. Не знаю, если как-то чудом вот там примерзло, что не сработало, и там что-то есть, хорошо, почему бы нет. Но надежды никакой. Видел хозяина этой избы, встретились сейчас, когда вот ехал на рыбалку, как раз на дороге встретились. Он говорит: наверное, говорит, вся рыба скатилась. Возможно, он и прав. Потому что я тоже так думаю. С озера выходит ручей, и вся рыба по нему уходит. Так что убедились в этом. Мы предполагали просто это. Но теперь мы точно убедились, потому что ни жерлицы, ни удочка, ничего не сработало. Озеро мертвое. Да что говорить. И второе озеро такое же, и Печора, и все такое. Ничего страшного. Нисколечки я не жалею, что приезжал. Планировал, тем более, уже эту поездку давным-давно. С Андрюхой хотели сюда приехать. По первому льду, может быть, и это все еще и получилось, но это морзик. Вот варенье оставалось малиновое. Ничего страшного. Если получится на первый лед в следующий год, то сюда обязательно приедем. Все, что планировали, главное сделали. Проверили. И теперь у меня душа спокойна. Не буду думать, а вот не проверили, а может быть, а вдруг там клевало, не клевало, там то-сюда. Главное, скоро Новый год. Когда вы смотрите это кадры, до Нового года остается буквально уже считанные часы. И в преддверии Нового года хочу вам, друзья, сказать в первую очередь всем огромное спасибо, кто был со мной на канале. Спасибо и привет новым друзьям, которые недавно на канале. Кто-то уже 3 года, кто-то там 2, кто-то год, кто-то совсем недавно. Друзья, всех хочу поздравить с Новым годом, поблагодарить, что писали хорошие комментарии, поддерживали меня в моих походах. Как бы я все комментарии читаю, по возможности всем отвечаю. Всем огромное, друзья, спасибо. Всех с наступающим Новым годом. Пусть в Новом году вас ждет только хорошее. Крепкого вам всем здоровья. Удачи во всем. Ну, а кто на рыбалке, ни хвоста, ни чешуи, как говорится. Не так, конечно, как у нас, но, в общем, пусть вам
пусть нам в новом году повезет больше. С Новым годом, друзья! Всех благ вам, счастья, здоровья и до встречи в новом году. А она будет скоро. Долго засиживаться не будем. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак.